إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь Муфсидат аль-Ухува. Муфсидат аль-Ухува – то, что нарушает братство. В прошлом проповеди мы говорили, дорогие верующие, кто хочет вернуться, послушайте на канал. Итак, дорогие верующие, было ухувату дайа, потерянное братство или потерявшийся брат. Некоторые братья теряются, дорогие верующие, очень легко. Тем более из-за мирских вопросов. Дорогие верующие, сегодня то, что разрушает братство мусульман. Почему оно разрушается, одна из маленьких тем наших в этом теме, то есть проповеди, из-за слабой связи между братьями. Потому что была связь среди них из-за мирских вопросов. Но не было связи между ними ради Аллаха и Его посланника. Второе, почему теряется братство? Потому что оно влияет на личность человека, на общество бывает. Теряется братство, дорогие вещи, по определенным причинам. Приводим, иншаллах, чуть-чуть маленькие тексты из Корана и Сунны, потому что бывает мы задерживаемся слишком много. И также праведных предшественников, слова праведных предшественников приведем. О важности братства и то, что нарушает наше братство. Многие, дорогие верующие, привыкли разных видов использовать в разрушении братства, не понимая, что они этим портят общество Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Они портят уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Они портят честь уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям разрушением братства. Как ученые сказали, объясняли, Масджид Дирар, почему посланник Аллаха сказал саллаллаху алейхи вассалям разрушить мечеть, который приносит вреда для мусульман. Когда мунафики построили мечеть, когда была мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мунафики решили построить свою мечеть, чтобы разрушить братство, чтобы не было единства, чтобы мусульмане были в расколе. Смотрите, раньше салафи праведники понимали, что нужно построить большую мечеть, и там нужно собираться всем, чтобы не разрушилось братство. И сказали некоторые ученые, как шафииты, юкра, сказали, нежелательно строить мечеть, пока одна мечеть не заполнится. Почему? Боясь разрушить братство. И сказали также ученые молиться второй джамаат, если мечеть является, как говорится, в селе определенном, в селе, внутри села, не по дороге, не по трассе, внутри села. И второй джамаат молиться юкра, сказали ученые. Одни даже сказали, что это является нововведением до такой степени. Несколько аквалов, несколько слов есть ученых. Для чего они сказали? Откуда ссылаются? На что они ссылаются? На пророка, саллаллаху алейхи, на Коран аят пророка, саллаллаху алейхи, также сподвижников. Они, сподвижники, стеснялись опаздывать на джамаат намаз. На джамаат намаз опаздывать стеснялись они. Стеснялись они, что они придут на последний ракат. Стеснялись подвижники, радиллаху анху, что они не успеют на первый такбират аль-ихрам. Стеснялись они. Они были понимающие, что такое лицемерие. Эта умма была предводителем для всех других общин, которые придут после них. Сподвижники стеснялись опаздывать на джамаат намаз. Я не говорю на джумуа намаз. На джумуа намаз ты должен приходить во время азана, уже ты должен быть тут, дорогой верующий. «Ида нудия лиссала мин йоумил джумуати фас'у ля дикрилля», Аллах говорит в Коране, сурат аль-Джумуа. Когда вас позовут на джумуа намаз, идите, спешите. Но они жили рядом все. Когда идет намаз, на азан, зовут вас азане, сразу работу бросали и заходили в мечеть мусульмане. Сегодня, если ты чуть далеко, так рассчитай, чтобы ты был в мечети, дорогой верующий.
И люди стараются разными методами разрушать братство. Итак, дорогой верующий, он становится специалистом, как разрушать братство. Когда он завязывает какое-то дело с братом-мусульманином, он начинает сразу разрушать с ним братство. Мирские вопросы не могут решать между собой. Компании вопросы не могут разрешать между собой. До чего достигли? Из фикха, как говорится, 5 арканов, дальше мы не можем подняться, как умма Мухаммада, саллаллаху алейхи. Мало людей, кто делает компании между двумя мусульманами. Альхамдулиллах, благодарю Аллаха за то, что такие люди есть, что 2 мусульманина сделали компанию. Так, дорогие верующие, инталяка мин хада нухавиль, мы посмотрим, дорогие верующие, рассказать вам в этом проповеди, иншаллах, в следующих проповедях, что нарушает наше братство мусульман. Чему приводит это, дорогие верующие? Приводит, конечно, расколу. А раскол это является большим нововведением для мусульман. А тем более, если мечеть, мы сказали, мечеть вреда, а тем более, если мечеть, призывающая к неверию, многобожию, тем более ее разрушает, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, этим своим действием, словами, если мечеть вреда разрушает, тогда мечеть там, где призывает людей к неверию и нововведению. К неверию и нововведению. Аллах в Коране говорит о братстве. «Иннамаль му'минуна ихва, фааслиху байна ахавайкум». Аллах субхану ва та'аля дает нам знать, Сурат Аль-Фатхи, 10 аяте, что поистине верующие, те, кто практикует свою веру должным образом. Мы, умма, нуждаемся в практике нашей веры, дорогие верующие. Закону Аллаха, чтобы мы практиковали. «Иннамаль му'минун». Поистине верующие, говорит Аллах, те, кто практикует, они братья на самом-то деле. Они объединяются, как вы пришли на джумуа, маша Аллах, табарик Аллах, в свое время. Они объединяются на джумуа. Они объединяются на джамаате. Они объединяются в помощи слабым. Фааслиху байна ахавайкум, Аллах говорит. Примирите тогда, когда братья разрушили между собой братство. Фааслиху, Аллах сказал, обладателем власти, обладателем знаний, за кем люди следуют. Если нету правителя мусульман, за кем люди следуют, тогда ученые, за кем люди следуют. Примирите между людьми. Делайте примирение. Но если, как делают примирение? Сначала договариваются 2 сторон. Этот примиритель, если вмешивается не в свои вопросы, тогда ему касается какой хадис, этот примиритель, будь он ученый, но его не выбрали, как 3-го человека, не выбрали. Когда его не выбрали, он суется куда? Не свое дело. Посланник Аллаха сказал: «Мин хусниль исламиль мар'i тарку ма ла я'ни». Красота ислама человека не суваться туда, куда его не касается. Его не звали. Какая-то одна сторона его использовала. Его не звали. И он является ихним рупором, получается. Ихним адвокатом. Если его не звали, тогда он фасад делает. Разруху делает. Называется третейский человек, 3-й человек. Дальше, это разрушает братство, дорогие верующие. Описывает Аллах нам в Коране обладателей рая. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Смотрите, о братьях Аллах говорит, обитатели рая. Обитатели рая, если мы сегодня уберем из наших сердец ненависть, злобу между мусульманами, между собой, что нам будет? Аллах говорит, обитатели рая, описывая, мы убрали у них из их сердец, Аллах говорит, злобу и ненависть, и стали они братьями. Почему? Потому что они в этом мире убрали злобу и ненависть, неприязнь своему брату, и стали они аля сурири мутакабилин, как будто на диванах сидят, на друг друга смотрят в раю. И в таком положении они в раю, дорогие верующие. Это братья, которые были действительно братьями. Также, братья, дорогие верующие, некоторые на базаре, допустим, если у него точка тут, а у другого впереди точка, он хочет, чтобы у него только покупали, как мы в прошлый раз тоже говорили, а это жадность. Жадность — это не твой риска. Дай ему купить там тоже, скажи, ты у меня уже купил, в следующий день пойди у него купи, моего брата мусульманина. Тогда это будет братство, тогда компания, тогда рынок тоже будет работать. А если постоянно ты только рекламу делаешь, ты наглей, ты рекламу делаешь свою, и ты наглей,
и тут получается у него не идет товар и работа, он закроется. Придется тебе ему помогать. А если ты ему не помогаешь, ты в большом грехе. Ты в большом грехе, ты нарушил братство. فإن الذي ينغص ويفسد جو الأخوة. То есть, что делают некоторые? Разрушают братство и постепенно анякуна фил хулуби. И почему они разрушаются? Потому что в их сердцах была злоба, ненависть, зависть, хикт валь хасад. Янкаду аль-инсани айшату фи дунья. И становится испорченная его жизнь в этом мире на самом-то деле. Кала саллаллаху салям, посланник Аллаха нам об этом говорил в хадисе достоверном Бухари Муслима. Саб'атун аллади юзиллухум Аллаху фи зилли. О 7 людей Аллах, то есть посланник Аллаха нам говорит о 7 людях, которые будут под тенью судный день, тогда, когда не будет тени, кроме тени Аллаха. Раджуляни тахабба филлахи, иджтамаа алейхи, ва тафаррака алейхи. 2 человека полюбили ради Аллаха. Ты должен его полюбить за то, что он любит Аллаха и его посланника. Больше ни за что. Ни за деньги, ни за чего, ни за дунья. За то, что он любит Аллаха и его посланника. Это твоя обязанность любить верующего мусульманина. И раджуляни, посланник Аллаха, говорит, кто будет под тенью Аллаха? 2 человека полюбили ради Аллаха. Собирались они ради Аллаха. Мечети, на джамаат, или другие добрые дела. Ватафаррака алейхи. Ради Аллаха также расходятся они. Если, допустим, грех, нет, я не могу участвовать в грехе. Ради Аллаха уходят. Хадис в Кудсе, что нам говорит, также посланник саллаллаху приводит этот хадис. Ан раббихи, от своего Господа, аль-мутахаббуна фи джалали. Лахум манабиру мин нур, ягбитухум ан-набиюн ва шухада. Раваху Ахмад, сахих этот хадис. Посланник саллаллаху сообщает, хадис в Кудсе, что Аллах говорит, те, кто любит друг друга ради величия Аллаха, то они будут на мимбарах из света в судный день. И так им будут завидовать белой завистью кто? Пророки и шахиды. Их не участь высшая, посмотрите какая. Итак, дорогие верующие, накулю фи хадал вахт агат фихи маддату. Мы скажем, дорогие верующие, тогда, когда в это время слишком много стало материалистов, которые друг друга любят ради мадда. Мадда это что? Дунья. Ради дунья любят. Оставляют они проповедь, оставляют они хутбу. Они, когда должны были придерживаться в свое время, баракаллаху фикум, их оттягивает мадда. Мадда, дунья их оттягивает, дорогие верующие. Мадда это что? Мадда, как мы сказали, мирское, дорогие верующие. Их не связывало, кроме мирского. И так стало между ними что? Люди делали между собой братство ради мирского, ради дунья. И на самом-то деле они нарушили основу своего братства. Мы должны задуматься, дорогие верующие, о достоинствах братства. И мы не должны быть такими, как животные. Однако посланник саллаллаху сказал, люди подобие кому? Птицам. Допустим, куропатки с куропатками, журавли вместе с журавлями, допустим, ласточки вместе с ласточками. Также собирается, это тоже естество людей, дорогие верующие, кто кому подходит. А мы акуалу салафи, что касается праведников, Мухаммад бин Мункадир сказал, рахмаллаху та'аля, Ибн Касир приводит это беда, эти книги. Лямма суиля, когда его спросили Мункадира, что такое наслаждение в этом мире, он сказал, «Ильтикау ихвани, ва идхару сурура алейхи». Встреча братьев. Смотрите, что говорит Мухаммад бин Мункадир. Встреча братьев в этом дунья, это наслаждение дунья. Встреча братьев, ва идхару сурура алейхи. И даешь радость своим братьям. Это является наслаждением в этом мире. Сказал Хасан аль-Басри, إخواننا أحب إلينا من أهلنا إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلنا يذكروننا بالدنيا. Хасан аль-Басри говорит, рахматуллахи алейхи, наши братья нам напоминают, говорит, и они нам любимее, говорит, наши братья, чем наши семьи. То есть наши братья нам напоминают о ахирате, а наши семьи нам напоминают о дунья. Поэтому наши братья, говорит Хасан аль-Басри, для нас любимые, говорит, чем наши семьи.
Вот так предпочитали салафы своих братьев праведных. Васуиля Суфьян. Суфьяна спросили: мауль айш. Мауль айш, то есть жизненная вода. Что это такое жизненная вода, его спросили. Он сказал: жизненная вода, то есть жизнь дает на самом-то деле в этом мире, он сказал: ликауль ихвани. Встреча братьев между собой. Встречаться с теми, кого ты любишь ради Аллаха. Вакиля также было сказано: хилиятуль мар'ати кафрату ихвани. Красота человека в том, когда у него много братьев. Красота человека в том, когда у него есть много братьев вокруг него. Это есть красота человека. Халя бин Суфьяна спросили: инна аджаз наси ман яксиру фи талаб ихван, ва аджазу минху ман дайя ман зафар бихим. То есть его когда спросили: самый слабый из людей кто? Тот, кто не ищет себе братьев. Тот, кто отчуждается от своих братьев. И он сказал: более странный и слабее, что говорит? Тот, кто теряет своих братьев, тогда, когда он приобрел своих братьев, он имел своих братьев, он потерял себе братьев, он оставил братьев тогда, когда нужно было с ним иметь братство. И это имеется в виду юбаддиду ихвана, бисабаби джахли би усули маваддати валь ашрати. Он потерял братство, имеется в виду, потому что он не мог себя регулировать правильно, управлять собой правильно. Он не мог держать правильно дистанцию. То есть называется чрезмерствовал в братстве. Чрезмерствовать в братстве тоже теряется, если ты не держишь дистанцию. Первый, дорогой верующий, теперь. Не забудь, дорогой верующий, после этих всех слов. Кто тебе помог прийти к исламу? Прийти на правильный путь? Кто тебе помог? Конечно, тебе помог прийти к исламу на правильный путь. Это помог тебе братья, твои братья. Кто тебе может помочь, чтобы ты стал на прямой путь? Фигади фитан, тем более в эти времена фитны. Конечно, твои братья, дорогой верующий. Трудности, в печали, твои братья тебе приходят и соболезновать, и поддержать тебя, будь это трудности или легкости. Каль Умар бин Хаттаб что сказал? Ликауль ихвани джанауль ахзань. Встреча с братьями это что? Лишение проблем, решение печали и скорби. Мы видели, как у человека бывает потери родственников, близких потери, когда люди идут к ним соболезновать, ему бывает более легко. И также других дела, дорогие верующие. Когда ты становишься рядом с ним, теряется что? Уходит чего? Печаль и горесть. Поэтому обретайте братьев, не теряйте своих братьев, дорогие верующие. Первое, то, что лишается братьев, если ты любишь то, что у брата. Ты хочешь, чтобы лишался этот брат этого имущества? Или ты хочешь, чтобы у тебя оно было, чтобы ты его забрал как-то? Знай, ты потеряешь свое братство. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе: «Атам фи дунья» имеется в виду желая, дунья, и то, что в руках твоих братьев-мусульман, это у нас запрещается. «Изхад фи дунья, юхиббак Аллах». Будь эскетным, сказано в хадисе. Будь эскетичен в мирских вопросах, и Аллах тебя полюбит. Будь эскетом в своей одежде, в своей еде, в своей жизни. Будь эскетом, и Аллах тебя полюбит. «Вазгад фима айдин нас, юхиббак нас». Будь также эскетом в том, чем в руках людей. Не будь жадным в том, чем в руках людей. Это не твое еще. Итак, дорогой верующий, не должен быть умный человек, а не ты не должен следить, сколько у него дохода, откуда он питается, откуда он живет, за что он живет, как некоторые разведчики следуют. Тебе не подобает, если ты брат мусульманин, тебе не подобает все об этом узнавать. Зачем тебе это все? Ты нарушишь свое братство. Аллах в Коране сказал: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Сура Таха, 131 аяте Аллах говорит: не делай такого, чтобы ты не заглядывал своими глазами, как некоторые жадничают, смотрят чужие карманы, как говорится, чужие зарплаты, чужие семьи. Ну зачем тебе это? Это не подобает, это подобает кому? Неверующим, Аллах говорит. «Валя тамудданна айнейка». То есть не смотри своими глазами, имеется в виду, то есть не смотри на их дунья. Итак, Аллах им дал наслаждаться неверующим. Наслаждаться неверующим это дунья. Но ты не будь подобие неверующим, дорогой верующий. Итак, ризку роббик,
Удел твоего Господа, оно лучше. Аллах дает тебе самое лучшее, дорогой верующий, не смотри на это. Итак, из-за этого тоже теряется, бывает, братство. Ты суешь свой нос туда, куда тебя не касается. И да, дорогой верующий, дальше. Ида алламат биль-инсани мусиба. Если человека достигает какая-то боль, печаль, скорбь, приходит человека, да? Кал Умар, что сказал Умар? Ликау лихвани джалау лахзани. Встреча с братьями решается проблема. Решается скорбь и печаль. И Умар бин Хаттаб акулу ида алламат бика мусиба. Если тебе приходит какая-то беда, или приходит какая-то другая проблема, что ты делаешь? Не проси у брата, а проси совета у брата. Фатлубуль машурата ихваник. Проси совета у братьев. Мин акрабин наси илейк. Самых близких людей. Мимман туиззум ва туджиллум. Кого ты уважаешь, кого ты почитаешь. Да, соберись с ними, собери их вокруг себя, чтобы решить свои проблемы. Да, посоветуйся с ними, но не проси у них, дорогой верующий. Итак, это является этикетом, правильное поведение. Если он будет действительно верующим человеком, ты узнаешь его. Но не испытывай его таким вопросом: дай мне, брат, пожалуйста, деньги. Или дай мне долг, брат, деньги. Не делай так, не теряй своих братьев. Не теряйте своих братьев, дорогие верующие. Иначе братьев очень мало. Если он действительно верующий, высшей степени имана, то он поделится тем, чем есть. Как посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, человек не уверует полной верой, пока он не полюбит своему брату мусульманину то, что полюбит самому себе. И ты узнал его веру теперь. Но ты его не испытывай, я как говорю, впритык вопрос поставил. Не делай такого, дорогой верующий. Фарракан уляма. Ученые разделили между тем, кто желает то, что в руках людей. Ирхамакаллах. Ученые разделили, что и есть такие люди, кто желает то, что в руках людей. И также есть те, кто представляет свои проблемы. Бывает, у людей нет знания о твоих проблемах. И ты рассказал свою проблему и советуешься, как решить интересную эту проблему. Итак, дорогой верующий, это называется машура, шура, советоваться. Когда отсутствует совет между мусульманами и делают общественные дела, если мусульмане будут это имамы или руководители, горсовет, райсовет, раньше было такое, быть может, теперь тоже у кого-то есть. Эти советы объединяют сердца, дорогие верующие. Итак, если не делать совет, разрушается сердца. Также то, что нарушает братство, дорогой верующий. Что делает еще разрушение братства, дорогой верующий? Порицается такое на самом-то деле в братстве. И также ты лишаешься своих друзей грехи. Совместно люди собираются делать грехи. Собираются или играются, быть может, в спортзале, быть может, ходят на пляж, быть может, ходят куда-то в другое место. В харамных местах, если ты присутствуешь, там, где голые люди, там, где алкоголь, там, где харам, если ты присутствуешь, тогда, извини, брат, между вами, если скоро будет вражда, это ваша вина. Это ваша вина. Вы не собрались к подчинению Аллаху. Вы собрались к греховному. Вы собрались к греховному, дорогой верующий. Вы собрались там, где грехи. Вот танафусы фильмааси ияда билля. И да еще соревнуются, как спортсмены, ММА, UFC и тому подобное, соревнуются в греховном. Потом дальше говорит: ой, горести, что со мной случилось? Конечно, случилось, потому что это не в подчинении Аллаха. Потому что через грехи открывается дверь чего? Самого большого зла, через грехи. Потом начинают люди делать на него гиба. Почему делают гиба? Да потому что вы сами дозволили делать гиба. Вы присутствовали в харамных местах. Васадака Расуллахи саллаллаху алейхи, посланник Аллаха был прав в своих словах и сказал: мусульманин, брат мусульманин, он его не притесняет и он его не оставляет без помощи. Не оставляйте своих братьев греховным, дорогие верующие. Вытащите их. В другом версии хадиса сказал посланник саллаллаху алейхи вассалям: клянусь, чьей длани моя душа, ма тавадуснани, фаюфрику байнахума илля бидамбин юхдиту ахадухума.
Валлахи, имеется в виду, клянусь Аллахом, как мы говорим, да? Посланник Аллаха говорит, два человека любили, однако после этого они не разделяются, кроме как из-за греха. Они разделяются из-за греха. Итак, дорогие верующие, как бывает разделение между компаниями? Грехи делают раскол между компаниями. В хадисе посланника саллаллаху алейхи ва саллям сказано: «Фаин садака бурика лахума фи бай'iха, ва ин кадаба ва катама мухикат баракату бай'ихима». Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, если два торговца будут правдивы в своем торговле, то будет баракат им, дорогие верующие, благословение, баракат в торговле. Ва ин кадаба, если они будут врать в своем торговле, будут врать и скрывать, будет это недостаток, будет это зарплата в долларах или, допустим, в гривнях, допустим, или зарплату дают они первый месяц или последний месяц. Скрыл этот рабочий или, скажем, хозяин компании. Скрыли они кто-то. И тогда что? Баракат не бывает, потому что они соврали. И тут разошлись они в братстве, сделали раскол они, потому что не сохранили. Имам Ибн Кайм приводит в своей книге «Аль-Джавабуль Кафи» мин атар аль-махсияти, последствия греха что? Вахшатун. Человек находит одиночество. Почему он находит одиночество? Да потому что он яджидгуль асима ихвани. Он находит одиночество своими братьями тогда, когда он грешил. Тогда, когда он грешил из-за греха. Если ты не даешь в свое время зарплату, дорогой верующий, получается, ты делаешь зульм своему брату мусульманину, который у тебя работает. Или, допустим, если ты в свое время не приходишь на работу, у тебя работа стоит, ты делаешь зульм хозяину компании. Ты делаешь зульм, за каждый час обычно платится, дорогой верующий, обычно набираются деньги. Ты делаешь зульм, дорогой верующий. Поэтому грехи, дорогие верующие, у людей очень много бывает, из-за этого теряется братство. Итак, амма фурсан аль-мааси. Что касается грешников, которые ночью, днем и ночью грешат, как всадники они, готовы идти на грехи, но идти в мечеть они не готовы. Опаздывают в мечеть, не приходят они. Потерявшийся брат называется еще. Итак, они смеются, собираются, очень красиво бывает, на них смотришь, однако собираются они в греховном. И Аллах в Коране сказал об этом теперь, напоминая нам. «Аль-ахилляу яумаидин ба'духум ли ба'дин аду илля аль-муттакин». Друзья, в тот день Аллах говорит, некоторые из них, друзья друг другу будут врагами. Кроме кого, говорит Аллах, друзья некоторые будут врагами. Кроме кого? Кроме богобоязненных. Если ты объединился на религии, на том, чем Аллах, его посланник, дозволил, тогда они, друзья, сохранятся. Но если в греховном вы объединились, собрались, как некоторые собираются в кинотеатр, допустим, и тому подобное, тогда они в греховном собрались. Тогда ждите вражды, или в этом мире, или в ахирете будет вражда. Итак, дорогие верующие, ихватум филляхи фид дунья. Некоторые бывают братья в этом дунья, ватавасум фил джинан. И дальше они продолжают быть братьями в ахирете. Как Аллах в Коране сказал, аля сурурим мутакабилин. Против друг друга они будут в раю сидеть на своих скамьях. Кадалика мин фсудат аль-ухува, также то, что разрушает братство, дорогие верующие, инша'Аллах, расскажем в следующем хутбате. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Что дальше нарушает братство, дорогие верующие? Братство нарушает адамуль ильтизам аль-адаби шар'ия фил хадис. Тогда, когда ты беседуешь, обращаешься к кому, говоришь с кем-то, тогда, когда ты не придерживаешься этикета беседы, тогда нарушается братство. Факад тарика лана набию саллаллаху алейхи ва саллям манхаджан ра'ян. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям показал нам методологию красивую. Тогда, когда ты обращаешься к своим братьям, чтобы сохранить свое братство, показал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, уюзакки анфусана, да еще эти обращения очищают твою душу, дорогой брат. Очищает другого также, дорогой брат. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям научил нам. Аллах в Коране об этом сказал, да еще Сура Исра, 53 аяте. وَقُلِّ عِبَادِي, скажи моим рабам, Аллах сказал, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, пусть они скажут, когда они обращаются, лучшие слова они скажут. إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْزَعُ
بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطан янзагу. Шайтан смотрит специально, чтобы ты сказал противное слово, неподходящее слово, разрушающее братство. Инна шайтана кан линсани адуа мубина. Поистине шайтан, дьявол, является для человека явным врагом, Аллах сказал. Итак, юсаммихин нас аль-йом аль-истияду фил май аль-акир. Акир имеется в виду ловить рыбу в мутной воде называется. Некоторые скажут, такое слово имеется в виду несколько смыслов. Не одно слово, не одно понятие, несколько смыслов. То есть, как говорится, как бывает, вот в тюрьме некоторые бывают, из тюрьмы выходят они, из тюрьмы, когда выходят, у них бывает понятие цепляться за слова, как сектанты. Как сектанты цепляются за слова. Подлог, или, скажем, подстава. По этими словами может что угодно, несколько есть значений. Итак, дорогой верующий, истияду фиман акили. Юлкаль калима ма хусида бихи шарран. Он сказал слово, но однако он плохое не имеет в виду. Обычно шариатский кади должен спрашивать, что он имеет в виду под этим. Будьте осторожны, дорогие верующие, когда вы обращаетесь к своим братьям, своим близким, говорите самые лучшие слова. Будьте осторожны, не делайте подколы, не издевайтесь над братьями, это нарушает братство. Аллах в Коране сказал нам: «Уэйлю ликулли гумазатин лумаза». Горе каждому, кто упрекает, кто, как говорится, издевается над братьями. Кто упрекает, будь он сильный, начинает упрекать слабых. Будь он богатый, упрекает слабых, бедных. Это запрещается, дорогой верующий. Или у него группа начинает упрекать, у кого нету группы, дорогие верующие. Это является из чего? Нарушение братства из больших грехов. Итак, посланник саллаллаху сказал нам что? Аль-калимату тайиба садака. Красивое слово это является милостью. И Аллах в Коране сказал также, чтобы не нарушалось братство. Говорите мягкие слова, было сказано посланником саллаллаху, красивые слова. И так Аллах в Коране говорит, как нужно с братьями обращаться. Не поднимайте, не кричите на братьев, не поднимайте свой голос. Хутбати это исключение, дорогие верующие. Посланник саллаллаху поднимал свой голос на хутбате, на проповеди. Вахдуд мисаутика, инна анкара асвати ла саутуль хамири, Аллах сказал в сурату Лукман 19 аяте. Потупи свой голос, Аллах сказал. Поистине худшие голоса является голос ослов. Ослы, да. Они кричат, очень противно кричат. И Аллах говорит, не кричи, имеется в виду. Своим братьям не кричи, обращайся красиво к своим братьям. Будь в поведении красивым. Итак, посланник саллаллаху нас учит через хадис Абдулла бин Амр бин Аса. Лам якун, Набий саллаллаху сказал сподвижник, лам якун фахишан, валя мутафахишан. Лам якун фахишан, яни лам якун кабихан фи каули ва фи'ли. Посланник саллаллаху не был отвратительным в своих словах и делах. Не был в словах и делах отвратительным. И он говорил, и он объяснял, допустим, покупайте товар у своего брата мусульманина. Покупайте товар у своего близкого мусульманина. Это тоже сохраняет братство, дорогой верующий. А у нас как получается в последнее время? Не покупать у своего, это лучше. Валь-аязу билля, где твое братство? Купи товар, помоги ему, купи товар. И купи слабого человека. Купи у бабушки этой, старушки, купи товар. Слабая она. Чем покупать в больших супермаркетах. У них много денег есть. А у этих слабых бабушек у них нету денег. Они еле-еле держатся на ногах и идут на работу, чтобы заработать кусок хлеба. Дальше, дорогие верующие, посланник саллаллаху не был ни в действиях, ни в своих словах отвратительным, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, посланник саллаллаху научил нам высшим нравам. Итак, мин-аль-адам из этикета в чем еще? В котором мы нуждаемся в данный момент. Чтобы мы очистили свое братство. Чтобы мы, даже если мы знаем какой-то вопрос, допустим, шейх алим знает этот религиозный вопрос, знает он хадис, и этот шейх, этот алим или талиб алим считает себя высокомерным, то есть показывает он, да я это давно знаю. Так нельзя себя вести, шейх, алим, не делает таким образом, пусть выскажет, пусть расскажет, он хочет быть тоже чуть-чуть знающим.
Итак, некоторые инна раджуля ла юхаддитуни сказал, один из салафов, из праведников, человек мне рассказывает хадис посланника саллаллаху алейхи ва саллям, однако я знаю, или вопрос научный. Кабля анталида умма. Я этот вопрос знал до того, как родит его мама. То есть его рождения еще не было, он знает этот вопрос. Итак, фаяхбилуни хуснул адаб. И я из-за красоты нрава поведения мусульманина должен его выслушать просто-напросто. Я должен выслушать, имеется в виду. Это Дакар Захаби приводит его, имам Захаби приводит. Итак, посланник саллаллаху алейхи ва саллям также выслушал руусуль куфра, из глав неверия, многобожия Мекки, Утба бин Рабия. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям слушал Утба бин Рабия, чтобы осталось, как говорится, мосты и связь между ними. Ятакаллям хатта сакат. Говорит он, пока не закончил. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит ему: ты закончил? Халь фарахта я Аба Валид? Его звали Аба Валид. Он не говорит его именем еще мушрику. Он говорит ему: ты закончил, Аба Валид? Кунни говорит: туриду икмаль калам, ты хочешь еще что-то договорить? Посланник саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает его: саллаллаху алейхи ва саллям, скажите, какой религиозный, то есть этикет посланника, кто хочет брать этикет с других, посмотрите, как они себя ведут. Вот у нас лучший пример, посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Мушрик, глава неверия, один из глав. И он рассказывает ему. И он призывает своему куфру, своему батру, своему зандаку призывает. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям, когда он закончил, ядму иля хакки би китабилля, призывает к истине, Коране и Сунне он призывает. Му'джизату захира, явным чудом он призывает посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Ю'ти дарсан фи адаб истима, дает нам урок посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Ему, Утба бин Рабиу, и всем нам он дает посланник саллаллаху алейхи ва саллям урок, чтобы мы умели выслушивать даже неверие, даже неверующих выслушивать и отвечать. Если ты не отвечаешь, не слушай, дорогой верующий. Также из нарушения братства является, дорогой верующий, слишком много шутить. Слишком много шутить, дорогой верующий, нарушает братство. Не шутите слишком много. Или хаддиль джур'a, иногда переходят некоторые границы. Хассаталь ма ахль фадли, тем более с уважаемыми людьми. Не шути с отцом, не шути с родителями, не шути с старшими. Будьте осторожны, не шутите с алимами, с учеными, шейхами, не шутите. Не переходите границы, дорогие верующие. Катратуль мизахи, туджи суфаха ва тускитуль хайба. То есть много шутки, дорогие верующие, приводит глупых людей к чему? Смелости, чтобы они опрокинули уважение, почетность этих уважаемых людей. Будьте осторожны с такими людьми. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах нам даровал понимание нашей религии, дорогие верующие. Извиняюсь за задержание, не думал, я сокращался наоборот. Однако получилась опять длинная хутба. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أخ من الصلاة.